начните. Потом можете плей нажать. Все, лучше паузу делать. А они вопросы могут? Они вопросы могут задавать? Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас с вами вебинар на тему правового воспитания обучающихся в образовательной организации. И по программе у нас с вами сегодня будут такие темы. Значит, основу правового воспитания расскажу я, Федорова Светлана Евгеньевна, методист Центра воспитания и социализации личности. Про влияние правового поля на эффективное взаимодействие семьи в школах расскажет вам Петрова Евгения Евгеньевна, педагог доп. Образования Центра психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи города Сыктывкара. И о деятельности образовательной организации с детьми деструктивного поведения расскажет вам Чеусова Валентина Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе Белгородской школы номер 1. Итак, начнем. Значит, правовое воспитание школьников является одной из приоритетных задач современной системы школьного образования, содержание которого в передаче правовых знаний ученикам. Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних – это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. Современная образовательная организация – это пространство, в котором пересекаются и согласуются интересы государства, общества и отдельного человека. Научить граждан следованию закону и повседневной жизни – первоочередная задача на пути к утверждению верховенства права, поддержанию безусловного уважения к закону, правопорядку, а следовательно укреплению российской государственности. Для решения этой задачи необходимо выстроить эффективную систему правового образования, которая будет носить многоступенчатый характер. Правовое обучение должно быть поэтапным, начиная в раннем детском возрасте, то есть детского сада, и оно должно продолжаться до старшей ступени обучения в школе и даже в вузе. Правовое воспитание на ранних стадиях развития личности особенно важно, потому что именно в детском возрасте человек максимально восприимчив к усвоению норм и требований человеческого общежития. Большую роль в решении задач правового воспитания и правового просвещения подрастающего поколения играет система образования. На образовательной организации возложена не только задача обучения, велика их роль воспитания личности, сочетающая в себе следование принципам морали, духовное и культурное богатство и законопослушность. В образовательной организации являются центрами воспитательной работы, поскольку в них работают люди с педагогическим образованием, а их целевая аудитория – дети, подростки, принципиально доступна для воспитательного воздействия. Правильно организованная работа по распространению правовых знаний, правовому воспитанию граждан является средством профилактики правонарушений. Она позволяет экономить немалые средства, которые тратятся на борьбу с негативными появлениями в правовой сфере. Важно, чтобы деятельность в сфере правового воспитания несовершеннолетних носила систематический характер. Деятельность по правовому просвещению в этой области является комплексной. Она затрагивает всех участников процесса, ее организаторов, тех, кто непосредственно занимается правовой работой с учащимися, самих детей. Поэтому работа в области правового просвещения и воспитания подрастающего поколения должна проводиться в тесной взаимосвязи с повышением уровня правовой грамотности взрослых. Объектами правового просвещения должны являться не только дети, но и их родители, воспитатели, педагоги, работники правоохранительных органов, организаторы внешкольных мероприятий, ученые и государственные служащие. Правовое просвещение, правовое воспитание, внедрение правовой культуры – это все близкие понятия, являющиеся важной частью общего повышения уровня знаний граждан страны и культурного уровня общества.
Правовое просвещение – это целенаправленная деятельность определенного круга объектов по распространению знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека и способах их реализации, систематическому воздействию на сознание и поведение подрастающего поколения в целях формирования позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование юридических норм, а также по формированию правосознания и правовой культуры. Правовое воспитание и правовое просвещение учащихся – это целенаправленная деятельность преподавателей образовательных организаций, ориентированная на создание условий для повышения правового сознания учащихся на основе общечеловеческих моральных ценностей, оказания детям помощи в жизненном самоопределении, гражданском и профессиональном становлении, создания условий для самореализации личности. Целью правового просвещения, в том числе правового воспитания учащихся, является формирование у них правовой культуры, правовых знаний, включая позитивные правовые убеждения и ценности. Наиболее актуальными и в просветительской работе с учащимися являются следующие задачи. Добиваться усвоения учащимися правовых знаний, воспитывать правильное отношение к законам, обеспечивать их выполнение, формировать навыки правомерного поведения, потребность и осознание возможностей в защите интересов и прав, формировать активную гражданскую правовую позицию, отрицательное отношение во всем противоправным действиям. Проведение работы по правовому просвещению учащихся возможно при выстраивании грамотной многоуровневой системы правового образования, использовании современных методов обучения. В соответствии с основной целью правового просвещения учащихся в качестве основных направлений можно определить просветительское или образовательное, патриотическое, профессиональное трудовое, гражданско-правовое и культурно-нравственное. Эти направления должны присутствовать в планах воспитательной работы на всех уровнях, во всех воспитательных мероприятиях образовательных учреждений, как в учебное, так и в неучебное время, на уроках, лекциях, семинарах, практике, в индивидуальной работе учителей с учениками, кураторов со студентами и на занятиях в кружках и секциях. Система мер правового просвещения призвана выполнять следующие функции. Информационную, расширяет осведомленность учащихся в правовых вопросах, увеличивает возможность доступа к получению правовой информации. Разъяснительную, обеспечивает адекватность уяснения сообщаемых сведений, обеспечивает единство понимания и применения общих стандартов и правовых вопросов. Идеологическую популяризирует идеи и концепции, отражающие интересы социальных общностей и групп. Гражданского воспитания прививает любовь к родине и консультативную. Распространяет функциональные юридические знания, необходимые гражданам в повседневной жизни. Правовое просвещение учащихся – задача актуальная и сложная. Ее решение зависит от комплекса условий, важнейшим из которых является грамотное выстраивание содержания правового просвещения и воспитания. Применение совокупности форм, методов и приемов, стимулирующих социальную активность учащихся. Просветительская деятельность в области права – это совокупность информационно-образовательных мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению правовых знаний, формирующих правовую культуру человека, основы его правосознания. Разнообразные формы работы должны быть взаимосвязаны и представлять единую стройную систему. Они предусматривают ознакомление с основами теоретических знаний, правоприменительной практикой, новаторскими идеями в области юридической науки, интерактивные способы подачи материала. Правовое просвещение предполагает создание специального инструментария, с помощью которого можно довести правильные ценности до сознания каждого человека, чтобы они стали личными убеждениями и внутренними ориентирами поведения. Для распространения знаний о праве и о правопорядке необходимо эффективно использовать все средства – школу, печать, литературу, искусство, радио, телевидение, интернет, привлекать к сотрудничеству вузы, научные организации, работников правоохранительных органов и социальных служб, религиозные организации и прочее. Эффективность воспитательного воздействия на детей
а также правового просвещения работающих с ними взрослых во многом зависит от выбора форм деятельности по правовому просвещению теми, кто отвечает за распространение правовых знаний, повышение правовой культуры граждан. Учебно-воспитательный процесс необходимо строить с учетом психофизиологических закономерностей развития детей. Важное значение в деле правового просвещения учащихся имеет определение наиболее эффективных форм и методов воздействия, составляющих в системе методику, которая позволяет достигнуть социально-педагогических целей. Формы работы с учащимися в правовой сфере должны быть направлены на развитие их познавательных интересов и способностей. Дифференцированный подход в выборе тех или иных форм может обеспечить эффективность их воздействия. Итак, формы и методы, стимулирующие социальную активность детей. Ситуативные – рассмотрение реальных ситуаций, дискуссионные – обсуждение реальных проблем, обмена идеями, мнениями, рефлексивные – самоанализ, осмысление и оценка собственных действий, игровые – моделирование реальных ситуаций, пешеходы в автобусе, на перемене, общественно значимые – выполнение общественно значимых поручений, проведение экологических акций, акций милосердия и так далее. Творческие выставки творческих работ, например, «Страна моей мечты» или «Мы, граждане многонационального государства», и проектные и исследовательские работы. Таким образом, результатом правового просвещения учащимся являются это получение систематизированных знаний о праве, законодательстве Российской Федерации, существующем правопорядке, способах его охраны, ориентированные на социальную ценность права и правопорядка, отношение к закону, установка на законопослушное поведение и активное неприятие нарушений правопорядка. Достижение социально полезного поведения личности, проявляющееся в осознанном правомерном поведении, умелой реализации своих прав и свобод, ответственном отношении к выполнению обязанностей гражданина, готовности в различных жизненных ситуациях действовать юридически грамотно, ориентируясь на существующий закон, и снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися образовательных учреждений. Правовое воспитание учащихся – это организованное систематическое воздействие на личность, формирующее правоосознание, правовые установки. Правовые знания должны быть включены в сознание подростка, стать частью его убеждений, опыта, что можно достичь путем целенаправленного воспитательного воздействия. Речь идет не только о правовом образовании, а о воспитании личности, характера ребенка. Недостаточно только проинформировать ребенка о его правах и обязанностях, правомерном поведении, необходимости уважения общечеловеческих ценностей, прав и свобод других людей. Следует закрепить эти принципы в сознании, чтобы ребенок мог использовать их в жизни. Надо воспитать внутреннюю потребность личности, следовать закону и поступать правильно, всегда вне зависимости от обстоятельств. В интересах детей родители или законные представители должны по мере возможности заниматься их правовым просвещением, то есть рассказывать о законодательстве, о прибавлении ответственности с прибавлением возраста, о последствиях нарушения законов и правил. Однако для этого родители должны в какой-то мере разбираться в правовых вопросах. Учебное заведение является одним из важнейших социальных институтов, которые могут как раз помочь родителям заниматься повышением уровня правовых знаний и себя и своих детей, чтобы семья могла принимать участие в деле правового просвещения. Ну и отношение к праву в семье, правовая грамотность родителей помогает ребенку осознать важность права в его жизни, воспитывать законопослушание и наоборот. Правовой беспредел в семье, правовой нигилизм родителей отрицательно влияет на осознание важности права в жизни ребенка. Видя пример жизни в обход закона или в ситуации его нарушения, ребенок не воспринимает право как ценность общества, как его основу, сам может своими делами и поступками тоже нарушать закон. Правовое просвещение не только дает родителям знания в области права и законодательства, но и помогает им осознать ответственность за судьбу своих детей, способствовать их адаптации к окружающей жизни наименее болезненным образом, то есть путем своевременного приобретения необходимых знаний и социального опыта. Спасибо за внимание. Так, и
Я передаю слово педагогу доп. Образования Петровой Евгении Евгеньевне. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня представили как педагога дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Сыктывкара. В принципе, сейчас я действительно работаю в этом центре, но вообще я по образованию юрист, поэтому мое сегодняшнее выступление будет все-таки немножко, скажем так, более консультативным, что ли. И вот эта тема влияния правового поля на эффективное взаимодействие семьи и школы имеет достаточно большое значение именно с учетом того, что, как всем, наверное, известно, в школах достаточно часто происходят различного рода конфликты между детьми, между родителями, между педагогами. Бывают и треугольники, что называется, какие-то. И все-таки действующее законодательство пытается каким-то образом предоставить школе как можно больше возможностей вот эти самые конфликты урегулировать таким образом, чтобы вот все вот эти конфликты могли разрешаться непосредственно в стенах образовательной организации. И здесь, конечно, все-таки нужно напомнить, не только педагогам, но и родителям об этом все-таки напоминать, что наше законодательство, в том числе закон об образовании в Российской Федерации, на основании которого мы работаем, ведет речь о том, что именно родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, а образовательные организации оказывают помощь в воспитании детей. Родители и законные представители несовершеннолетних, естественно, занимаются защитой прав своих детей либо воспитанников, и они самостоятельно выбирают способы, каким образом они будут эти самые права защищать. Предлагается, конечно, прежде всего обращаться с различного рода заявлениями непосредственно в образовательную организацию. Я сама, как юрист, не сторонник того, чтобы писать различного рода заявления, жалобы, например, в правоохранительные органы, потому что в любом случае разбор полетов там будет значительно более серьезный, что называется. И в любом случае статистика будет подпорчена не только для образовательной организации, но в том числе может бумерангом ударить и по самим, скажем так, детям, обучающимся, потому что родители, защищая своих детей, естественно, предполагают их невиновность, но правоохранительные органы проверку-то ведь проводят не только по заявлению самого родителя, но и выясняют причину, по каким образом происходили те или иные конфликты. Самое основное, что необходимо знать, это именно родители могут использовать любые способы для защиты детей, прав своих детей, способы, которые не противоречат действующему законодательству и не запрещены. И вот теперь необходимо сказать вот на что, обратить внимание вот на что. Уже давно в наших школах с той или иной степенью, скажем так, эффективности работают службы медиации. Но новый закон об образовании в Российской Федерации, который был принят в 2012 году и вступил в силу в 2013, предусмотрел еще один орган для урегулирования конфликтов в образовательных организациях, который так и называется Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. И это тоже один из способов, которым родители могут воспользоваться для защиты прав своих несовершеннолетних детей. В том числе в случае, если имеется так называемый конфликт интересов педагогического работника. Сегодня я не буду очень сильно останавливаться на том, что это такое. Мы, я думаю, и вы об этом прекрасно знаете, это определенного рода ситуация, которая может помочь педагогу в получении материальной выгоды или иного преимущества. Такие ситуации, к сожалению, встречаются. Определенная коррупционная составляющая в таких случаях тоже есть, поэтому проверки по такого рода случаям происходят. Но я все-таки, наверное, сегодня хотела бы вам рассказать, что же это такое комиссия по регулированию споров, и самое главное, чем она отличается от той службы медиации, которая в школах у нас есть. И вот с моей точки зрения, если честно, комиссия все-таки более жизнеспособная и более эффективная для разрешения споров между участниками образовательных отношений структура. Итак,
Комиссия по регулированию споров в обязательном порядке создается во всех образовательных организациях. Между прочим, про службу медиации в законе об образовании в Российской Федерации как раз-таки ничего не сказано, в отличие от этой комиссии. Итак, вот давайте посмотрим, в чем разница между медиацией и комиссией по регулированию споров. Ну, во-первых, нормативная база, которая регулирует деятельность этих структур, тоже разная. Начиная с того, что деятельность службы медиации регулируется федеральным законом аж 2010 года об альтернативной процедуре урегулирования споров. Если же мы говорим про комиссию по регулированию споров, то она как раз-таки была предусмотрена вот этим новым законом 29 декабря 2012 года. Второе различие. Медиация, как вы сами прекрасно знаете, может вводиться в действие только при добровольном и взаимном волеизъявлении сторон. И вот в этом-то чаще всего и происходит сложность, потому что как только одна из сторон отказывается от процедуры медиации, дальнейшие действия по жалобе, по заявлениям уже обязаны быть прекращены. В отличие от медиации, комиссия имеет право начинать свою деятельность, разбор жалоб и заявлений при обращении в нее одной из сторон конфликта спора. И согласие другой стороны на обращение в эту самую комиссию не требуется. То есть только решение об этом одной из сторон конфликта. Третье. Медиация имеет своей целью достижение взаимоприемлемого решения возникающими из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, в том числе по спорам, возникающих из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. Целью же комиссии является урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений. И я вам могу сказать, что в данном случае довольно часто бывает так, что вот решение комиссии может не устраивать какую-то одной из сторон. И здесь, опять же, возникает в дальнейшем существенная разница в чем? Медиативное соглашение, даже в том случае, если оно было достигнуто, также исполняется только на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. То есть принудить стороны к исполнению того результата, который они достигли в результате медиативного соглашения, невозможно. В отличие от этого, решение комиссии, даже если оно не устраивает одну из сторон, или какую-то из сторон, является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит исполнению в установленные вот этим самым указанным решением сроки, независимо от того, согласны стороны с этим или нет. Кто может выступать в роли медиатора? Непрофессионально. На основе могут быть медиаторами лица, достигшие возраста 18 лет и не имеющие судимости. На профессиональной основе лица в возрасте 25 лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации. В отличие от этого, комиссия создается в самой образовательной организации из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, то есть обучающихся, достигших 18-летнего возраста, родителей законных представителей несовершеннолетних обучающихся и работников организации, осуществляющих образовательную деятельность. Когда обычно я прихожу в образовательные организации по вопросам, связанным с работой комиссии по регулированию споров, я их обычно спрашиваю, сколько у вас в комиссии членов. Мне называют разные цифры и очень сильно удивляются, когда я им говорю следующее. Сколько бы ни было у вас членов комиссии, в любом случае оно должно делиться на 3. Один представитель от совершеннолетних учащихся, один представитель от законных представителей несовершеннолетних и один, как минимум, от образовательной организации непосредственно. Вот здесь возникают небольшие, скажем так, сложности к следующим вопросам. К процедуре медиации выставляется требование о конфиденциальности информации, которая получается в период работы достижения медиативного соглашения. В законе об образовании в Российской Федерации в отношении комиссии ничего о конфиденциальности информации не говорится. И каким образом вот эту конфиденциальность, скажем так, сохранить с учетом того, что там участвуют в том числе
совершеннолетние, но все-таки обучающиеся, родители, ну, в общем-то, достаточно сложно на себе об этом представить. А разглашение этой информации, понятно, тоже может бумерангом ударить по тем людям, которые в этом самом споре задействованы. Следующее, о чем мне сказать, медиатор должен быть беспристрастным и независимым. То есть в данном случае можно говорить о том, что если хотя бы одна сторона выскажет ему недоверие, медиатор не может принимать участие в разрешении данного конфликта. А вот в отношении членов комиссии очень даже возможна ситуация заинтересованности в результате, хотя бы потому, что участниками комиссии являются те люди, которые имеют непосредственное отношение вот к этой самой образовательной организации. 8 пункт различия. Медиативное соглашение не может быть обжаловано. Это не предусмотрено законом. В отличие от медиативного соглашения, как мы уже говорили, решение комиссии является для всех обязательным, поэтому может быть оно обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Чаще всего это идет обращение в суды. Так, ну и последнее, о чем необходимо сказать. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, сама утверждает правила проведения вот этой самой процедуры. В отношении комиссии по регулированию споров такой запрет отсутствует. И порядок создания вот этой самой комиссии устанавливается локальным актом с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов. Ну и заканчивая свое выступление, хочу все-таки напомнить вам высказывание греческого поэта эпохи эллинизма Аполлония Родосского. Стараться надлежит не сразу к силе прибегать, но попытаться столковаться на словах. Все-таки мое искреннее пожелание ко всем тем, кто меня слышит, все возникающие конфликты, они, конечно, неизбежны, поскольку мы с вами живем в обществе, пытаться все-таки урегулировать мирным путем, применяя те способы, которые нам предлагает нынешнее законодательство Российской Федерации. Спасибо. Так, спасибо большое Евгении Евгеньевне за ее очень интересный рассказ. Очень познавательный, да. Если будут какие-то вопросы у вас, Евгения Евгеньевна, можно потом написать в чате. Так, у нас с вами еще одно выступление. Это заместитель директора по воспитательной работе Вильгардской СОЖ номер 1 Чоусовой Валентины Михайловны. Секундочку, я включу презентацию. Вот, Евгения Валентина Михайловна нам записала свое выступление. Здравствуйте, уважаемые Поэтому зрители и слушатели. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом работы с учащимися деструктивного поведения. В 2008-2021 году в нашей школе реализовывалась программа профилактической работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности, а также бродяжничества среди учащихся школы. Цель программы – профилактика безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними, проведение социально-профилактических мероприятий работниками образовательного учреждения по оказанию помощи семьям и учащимся в решении возникших проблем. Задач было несколько. Все они были направлены на то, чтобы как можно меньше детей оказалось в заложниках у улицы и в различных организациях неформальных, которые способствуют социальному сиротству. Те ожидаемые результаты, которые мы планировали, я скажу в конце своего выступления, мы их частично добились. Сейчас мы продолжаем работать уже по новой программе профилактики, но она очень близка к нашей предыдущей.
Профилактика правонарушений и безнадзорности проходила в 3 направлениях. Это, собственно, сама профилактика среди учащихся. Второе, профилактика употребления психоактивных веществ и негативных привычек. И третье, это деятельность социально-психологической службы. Организационная работа традиционно начинается у нас в каждом учебном году с 1 сентября. Мы сверяем списки учащихся из неблагополучных семей, состоящих на учете, с КПДН, с ГПДН, ну и другими субъектами профилактики. Затем собираем информацию о занятости учащихся. В сентябре проходит акция в школе «Запишись в кружок». Также в течение учебного года собирается информация о занятости учащихся, состоящих на различных видах учета в каникулярное время, организация их летнего отдыха и трудоустройства. Сюда же входят рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска, оперативное информирование и предоставление статистического материала по состоянию правонарушений среди учащихся, проведение различных месячников, дней профилакции, акций, тренингов, дней инспекторов ГПДН и ГИБДД в школе согласно плану проводится, организация работы по правовому просвещению тоже по отдельному плану, ну и обязательно контроль посещения учебных занятий учащимися, состоящими на различных видах учета, организация диагностической и коррекционной работы. Большая работа проводится с классами. Уже на протяжении 1,5 десятка лет проводятся тематические профилактические классные часы, в том числе по формированию правовой культуры и толерантного поведения по технологии Селевко. Также ребята просматривают видеолектории по профилактике преступности, правонарушений и бродяжничества, организуются встречи с инспекторами ГПДН, ГИБДД, специалистами служб и ведомств системы профилактики. Также проводится курс по профориентации учащихся 9 классов «Профессиональное самоопределение», участие в профориентационных уроках «Проектория», «Билет в будущее», профессиональных пробах в КРАПТе. Традиционными стали также проведение Дней здоровья, организация системы спортивно-оздоровительной работы, развитие детского самоуправления и деятельности российского движения школьников в классах, реализация школьных проектов по профилактике «Будущее за нами» и «Шаг навстречу». Я уже сказала, что в сентябре мы проводим акцию «Запишись в кружок». Вот результаты этой акции представлены в таблице «Охват учащихся в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности». В школе действует на сегодняшний день 8 объединений дополнительного образования и около 20 объединений внеурочной деятельности. Также наши ребята занимаются в районном центре внешкольной работы, в школе художественного ремесла, в музыкальной школе, в других объединениях дополнительного образования города Сыктывкара и Сыктывдинского района. На сегодняшний день охват занятостью во внеурочной деятельности и системе дополнительного образования по школе составляет 93%. Ребята активно принимают участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. Не только те ребята, которые состоят на различных видах учета, хотя им мы уделяем особое внимание, но и все остальные учащиеся. И здесь результаты тоже очень хорошие. Традиционно мы организуем как летний, а в последние годы и каникулярный отдых. То есть ребята задействованы в детских оздоровительных лагерях не только летом, но и весной и осенью. Цифра такая, что 120 учащихся у нас ежегодно оздоравливаются в детских оздоровительных лагерях. 30 учащихся работают в ЛТО. В профильных лагерях 30-35 учащихся. И в лагере главы сельского поселения задействовано от 3 до 8 учащихся ежегодно.
Предпочтение при организации летнего отдыха и в каникулярный период отдается детям из семей группы риска, детям, попавшим в трудные жизненные ситуации и состоящих на различных видах учета. Проводится также индивидуальная профилактическая работа. У каждого классного руководителя в плане работы обязательно прописаны мероприятия по профилактике с детьми группы риска. С ними также организуются встречи социального психолога, педагога-психолога, проводится составление социально-психологических карт на учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Большое внимание мы уделяем работе с родителями. К сожалению, вот последние 2 года мы не можем проводить общешкольные родительские собрания. А в предыдущие годы, в 2018 и 2019 учебном году, родительские собрания были традиционные, причем они проводились на всех уровнях образования. И одним из главных вопросов были такие вопросы, как роль семейного воспитания, профилактики девиантного поведения, стили семейного воспитания и их влияния на ребенка, агрессивные дети, причины и следствия детской агрессии и рекомендации родителям по преодолению агрессии у детей традиционно всегда давала наш педагог-психолог. Большая работа проводится по профилактике правонарушений с педагогическими кадрами. В 2021-2022 году практически все классные руководители прослушали семинары, участвовали в вебинарах, проводимых КРИРО по профилактике семейного неблагополучия, профилактике буллинга, агрессии, профилактике употребления психоактивных веществ. Традиционно мы активное участие принимаем в профилактических мероприятиях, проводимых в нашем районе, в республике и в стране. Такие акции, как «Внимание, дети», было в них задействовано 527 учащихся в прошлом учебном году. Операция «Дети России». Было привлечено 10 педагогов и 523 учащихся. В дни правовой помощи семье и детям проводятся от 10 до 22 мероприятий. Это беседы, викторины, библиотечные часы. В них принимают участие от 326 учащихся до 520. В мониторинге СПТ по профилактике вредных привычек мы традиционно принимаем очень активное участие. Охват наших учащихся, подлежащих социально-психологическому тестированию, составляет от 177 до 180 учащихся. Большое внимание уделяется в школе работе Совета профилактики правонарушений. Традиционно мы планируем 4 заседания в год, но проводится 6-7. И на них приглашаются до 80 учащихся и их законных представителей и родителей. К концу учебного года количество учащихся, стоящих на учетах, как правило, уменьшается вследствие проводимой воспитательной работы. Результаты работы по профилактике таковы, что на сегодняшний день на учете в КПДН стоит 6 учащихся. В предыдущие годы их количество достигало до 12 человек. И реализовав программу в 2021 году, мы пришли к таким результатам, что в школе уменьшилось количество конфликтных ситуаций, уменьшилось количество обращений к администрации школы и в службу медиации, отсутствует динамика роста детей, состоящих на учете в КПДН и ГПДН, а также на внутришкольном учете, за счет систематической социально-педагогической работы. Снизилось количество пропусков уроков учащимися в результате систематического контроля посещаемости. Ну и уменьшилось количество семей с 7 до 4, находящихся на учете в учреждениях профилактики.
Спасибо за внимание. Спасибо большое Валентине Михайловне за ее выступление. На этом наш вебинар подошел к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте в чат. Итак, всем большое спасибо. Да, мы надеемся, что наша информация по правовому воспитанию обучающихся в образовательной организации была вам очень полезна. Да, и всего хорошего. Спасибо за внимание. До свидания.